Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня пятница, 11 июня. Утро прекрасное, солнышко. Всю ночь шел дождь. С утра на улице свежий воздух. Накормила своих цыплят, утят, кур, козочек, семью. И сейчас собираюсь поехать в город Стерлитамак. Где-то вот уже недельку, наверное, у меня начались одышки. Вчера целый день лежала. Вчера выпускала позавчерашний влог. Появилась кашель немножко, головокружение. Наверное, все-таки вирус дает о себе знать. Но, по правде говоря, я нормально не лечилась, работала, не лежала, вас не слушала, детей не слушала, родственников не слушала. Все продолжала работать. Да у меня еще дети. Живность в сарае, поэтому мне отдыхать толком мне не пришлось. Занималась потихоньку рассадами, огородом, поэтому, считайте, толком и не отдыхала, спокойно не переболела. Вот болезнь, наверное, дает о себе знать. Вчера целый день валялась, целый день не смогла даже кушать, не хотелось просто. Вечером пила чай, Маша позвонила брату и Найля жене узнать о них, как они живут, как здоровье. Они спрашивали, как я себя чувствую, а Маша обо всем все рассказала. И потом мне звонил брат, ругается, почему за собой не следишь, почему не лечишься, почему себя не бережешь. У тебя есть внуки, да и сама еще не старушка. Потом брала трубку Найля жене и тоже меня отругала. Давай, говорит, запишу МРТ, легкие снимать, приезжай, мы тебя встретим. Немедля. Как же не послушаешь своих родственников, добрых, нежных, ласковых, да и старшеньких. Найля жене с утра уже сегодня встала, записалась уже МРТ и звонит мне. Я записала тебя, срочно приезжай. Вот теперь с Машей собрались, через полчаса выезжаем в дорогу. Действительно, я должна была, наверное, проходить МРТ, но я почему-то не поехала. Не люблю ездить в город. Может, поэтому дело, конечно, не в деньгах. Я, наверное, подумала, что вот мне стало легче, и я выздоравливаю. Да, мне стало намного легче, и каждым днем все лучше и лучше. И я каждый раз прибавляла себе нагрузку. Может, я ошиблась, хотя вы мне, мои хорошие, многие, почти все писали, что надо себя беречь, может дать вирус о себе знать через полгода, через 3 месяца, даже и больше. Вот у меня вот такое обращение на свое здоровье. Но сейчас разменяла я 7-й десяток, уже не молодая. Я раньше быстро выздоравливала. Когда сильная температура, я лежала всего сутки. А после сутки я всегда вставала, хотя температурила. Каждым днем мне легче и легче становилось. А этот раз уже наоборот. Оказывается, очень коварная болезнь – этот вирус. Многие мне до сих пор пишут, что я сделала прививку. Да, я сделала прививку. Да, я еще раз объясню вам сейчас. Многие, может, не знают. Не все ролики, наверное, мои смотрят. Есть, наверное, новенькие, поэтому я еще раз объясню. Я делала первую прививку. Первый день мне было нормально. Второй, третий день я температурила. Температура была маленькая, слабость, сонливость. На 4-й день я уже чувствовала себя хорошо. После первой прививки где-то прошло, наверное, недельки 2, я заболела. У меня немножко болело горло и насморк, но температуры не было. Покашливала немножко. Когда подошло время прививаться второй раз, я ходила к врачу и сказала, что я вот так переболела. Было, наверное, у меня ОРЗ. Потому что весна, прохладно, я всегда люблю раздетая ходить. Не знаю, у меня с детства такая привычка, как весна, я уже одеваюсь очень легко. По привычке молодости, наверное, я так же и продолжаю. Я простыла. И дали мне медотвод. Сказали, когда начнете себя чувствовать хорошо, приходите, сделайте вторую прививку. Первый раз, я думаю, у меня пропал вкус к пище. Я очень люблю пить чай. Могу без сладости пить, могу со сладостями.
Я чай пью без сахара. Или варенье, или конфеты. Люблю с чем-нибудь пить. У меня потерялся вкус к чаю. Какой бы я магазин ни ходила, я все время у всех спрашиваю, мне дайте вкусный чай. Мне предлагали разные чаи. Ахмат, Чемпион, Ричард, разных-разных вкусных чаев. Купала, заваривала и все ругалась. Думала, теперь стали и чаи плохие пускать. Юля мне принесла свой любимый чай Ахмат. Серый. Это дорогой чай. И она заварила мне. И этот раз я тоже не почувствовала вкус чая. И я даже внимания не обратила, что я могла заболеть. Почему-то мне казалось, что меня вирус не возьмет. Потому что я гриппом за всю свою жизнь, может, и не болела, может, и болела один раз, просто не помню. Да, у меня горло болело, у меня всегда горло болит. Но и выздоравливала я тоже быстро. Потом 27-го на день рождения свата, что-то я себя плохо почувствовала. Я в основном кушала разные салаты, пила чай и компот. Хотя там очень много было вкусностей, мне почему-то не хотелось их кушать. Видимо, тогда я болела. На день рождения я ездила одна. Внуки у меня дома остались. Я не люблю возить детей по гостям, где пьют спиртное. Когда мои дети были маленькие, я их никуда не возила, они оставались дома. Я оставляла с кем-то. Когда уже большие, как вот Кирилл и Владик, оставались мои дети дома одни, всегда. А сейчас у меня внуки остаются сами. Вот когда я еду в город, у меня Кирюша остается дома. Он дверь запирает, ворота запирает. У нас сейчас и ворота на ключ закрывается. Ухаживает за цыплятами, за утятами. За всеми смотрит. В огороде набирает воды. Там стоят у меня большие емкости. Хозяйничает по-своему дома. Насчет этого молодец. Пока сидит дома один, потому что младшенький отдыхает в санатории. И после дня рождения я к вечеру стала себя плохо чувствовать, но к утру все прошло. А потом следующий день я поехала в монастырь с Юлей. Когда оттуда возвращались, мне не хватало воздуха. Опять начались одышки, потом мне пришлось обратиться к врачу. Взяли у меня анализ показал, что у меня ковид. Но вот сейчас тоже где-то с недели у меня такое же состояние, болят суставы, нет настроения, постоянно хочется спать. Вы, наверное, сами замечаете, и некоторые пишете, что я очень усталая. Такое же состояние, как будто я вот заново начала болеть. Поэтому, мои хорошие, кто болеет, кто заболел, берегите себя. Не старайтесь работать побольше, делать себе нагрузки, хотя вы себя начинаете чувствовать хорошо. Это была моей ошибкой. Ну вот, сейчас мы с Машей поедем. Маша не хочет меня отпустить, переживает за меня. Брат с женой встретят, и мы пройдем МРТ легких. Потом, когда приеду, я вам расскажу, что мне сказали. Может, не от ковида, может, у меня легкие чистые. Первый раз, когда меня возили в ковидный центр, поражений у меня в легких не было. На то и я успокоилась. Оказывается, даже возможно, что на первый раз поражение легких МРТ не показать. Ну ладно, мои хорошие, мы поедем. Вот мы приехали с сестренкой из города. Я прошла МРТ легких. Слава Всевышнему, у меня поражения в легких нет. Да, вирус мне оставил немножко следы обострения бронхов и немножко поиграл с моим сердцем. Я получила заключение МРТ и позвонила Аструмед. У нас есть такая клиника платная, вы знаете. Позвонила туда и записалась к кардиологу. У нас кардиолог Эльвира Мухтаровна. Она и кардиолог, и терапевт. Очень много знает. Я записалась к ней в 16:30. Я недавно там сдала анализы, прошла УЗИ сердца, с этими данными дала лечение. Назначила панангин для сердца лечение, пилетион. Это мы получаем диабеты в год 2 раза. Много лекарств выписала, верошпилактон выписала,
Тромбоаз выписала, карбидилол выписала, миксидол выписала. И буду ходить получать системы, панангин, чередовать буду берлитионом. У меня одышки, оказывается, от осложнения бронхов. Очень удачно съездили, все вовремя нас приняли. Спасибо опять же Наиля Женеге. Прямо с раннего утра она меня записала. Они очень беспокоятся за меня, так меня любят, как я их. Нужен покой, физические работы не работать, побольше гулять на свежем воздухе. Да не мешало бы, конечно, мне отдыхать в санатории, полечиться немножко, хоть пару недель. Но у меня так не получается. То дети, козочки, уточки, курочки. Вот такая у нас деревенская жизнь. И болеть спокойно нельзя. Я очень боялась, что у меня повреждены легкие. Слава Всевышнему, все хорошо. Будем лечить. Ну, на этом я свой маленький влог заканчиваю. Вы за меня не переживайте. Все со мной хорошо. Подлечим бронхи, подлечим сердечку. Буду как новенькая. Да не имею права болеть, потому что у меня внуки. Раз я их принимала под свою ответственность, я обязана, что бы ни стало, поставить их на ноги. Желаю вам, мои хорошие, самое главное – здоровья, крепкого здоровья, благополучия в семье, большой любви. Всем пока-пока, до следующих встреч.